На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. 76 лет исполнилось сегодня со дня депортации ингушского народа в Киргизию и Казахстан. Чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто, несмотря на все тяготы и лишения, вернулся на родную землю, по всей республике проходят памятные мероприятия. Сотни жителей региона приняли участие в мероприятии на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Почтить память тех, кому пришлось испытать все тяготы суровой ссылки, там собрались руководство региона, старейшины, представители различных министерств, депутаты, религиозные деятели, молодежь, общественники, а также гости из соседних республик. Репортаж Дианы Дударовой. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. 13 долгих лет на чужбине не сломили сильный дух ингушского народа, не потеряли своего достоинства, сохранили в тяжелое время надежду на будущее. С этими словами обратился к собравшимся глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта отметил, насколько значим этот день для всего ингушского народа. По его словам, мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять, но и вернуться на родную землю. Уважаемые соотечественники, Таган каждый год приходится с комом в горле начинать о чем-то говорить, переосмысливать прожитую жизнь, вспоминать те рассказы, которые нам говорили наши деды, наши тети, дяди. Это самая сильная боль, которая, наверное, останется в поколениях. Трагическая боль. Я сегодня очень рад видеть старших, наших уважаемых людей здесь. Хорошо, что вы нашли время, пришли. Но каждый из нас есть воспоминания. Я из рассказов своих родных, близких, других наших земляков знаю. У меня хорошие отношения в Уральске, Казахской ССР. Я там учился, у меня был однокурсник, казах. Я выезжал туда, и я находил тех стариков, уже казахов, у которых в семьях жили ингуши, чеченцы и другие народы. Люди были сплоченные. И вот эта сила в нашем ингушском народе, конкретно если говорить, что мы не забыли язык свой. Наоборот, усовершенствуем его и улучшать будем. Мы не забыли свои обычаи и традиции. С нас никак, мы так глубоко ингуши корнями в земле, что мы останемся ими на века, пока мы живы и здоровы. Люди трудились, они старались накормить детей, выучить их. И были случаи, когда даже при высылке, как мне рассказывала тетя, что к ним домой те же наши солдаты приходили, и некоторые просто предупреждали и говорили, чтобы они что-то побольше взяли с собой, еды, одежды. То есть тот цинизм, что это произошло 23 февраля, то в это же время наши отцы, братья, деды, более 20 тысяч человек находились тогда на фронтах. Из них более 6 тысяч погибло. И, конечно, офицерам, солдатам, которые находились в окопах, погибали, было сложно даже допустить мысль, чтобы так с их родными поступили. Поэтому они мужественно выдержали и это.
Поэтому, когда говорят период тот, и калмыки, поволжские немцы, татары и другие народы, но каждый выжил. Мы вернулись, и нам надо жить дальше. Жить дальше лучше. Жить дальше, не забывая никогда, что с нашим народом произошло. Помня все, что произошло, мы не должны допустить больше этого никогда. Своим созидательным трудом, своей ответственностью перед соседом, перед улицей, перед станицей своей, селом, городом, республикой. Мы же знаем, что такое хорошо и плохо. Не допускать плохого, чтобы мы двигались. Вот то, вай эзделди, эздели бартвай выхули, амхуддац, дихдермайка. Мне было 4 месяца, когда меня оттуда вернули. То есть по рассказам только знаю. Дабянчан дал рядом болб, дал геш дол царя. Тахана войны хаица нисы дадаг не злоубайн. Баркалалча. Несмотря на все тяготы, ингуши, как и другие репрессированные народы, не исчезли и не сошлись с исторической арены после 1944 года, не пали духом, не обозлились. Наоборот, это стало стимулом еще сильнее сплотиться, отметил член Совета Федерации Мухарбек Барахоев. Сегодня мы отмечаем очередную годовщину депортации нашего народа. Нельзя не отметить то мужество, стойкость, которое проявили наши предки, находясь на чужбине. Именно сплоченность, именно помощь друг другу и вера и надежда, что они вернутся в родные края. И безграничная любовь к своей земле стали теми фактами, которые позволили не только вынести вот всю ту тяжесть трагедии, но и вернуться в свою землю, развивать эту землю. Я очень рад, что мы являемся потомками наших стойких предков, что дух нашего народа всегда сохраняется, независимо от того, насколько тяжело и грустно. Выразить слова поддержки приехали и гости из соседних республик. Их народы также были депортированы 76 лет назад. Они отметили, что нас связывают и не только те трагические события, но и вековые братские отношения. Сегодня, в этот трагичный день для ингушского народа, я хотел бы передать слова скорби к ингушскому народу от карачаевского народа. Поверьте, сердце любого карачаевца сопереживает с вами по любому вопросу. Нам близки и понятна ваша боль, ваша горечь, ваши проблемы. И по-другому быть не может, ибо в течение долгих веков совместного проживания история не знает ни одного случая, когда были бы какие-то конфликтные ситуации между ингушами и карачаевцами. Несмотря на те невзгоды, которые пришлось пережить ингушскому народу за 13 лет пребывания на чужбине, он выстоял, не сломался духом, не озлобился, сохранил язык и культуру, свои вековые обычаи и традиции и вернулся на родную землю. Судьбу ингушского народа, горечь депортации с ингушским народом разделили многие народы бывшего Советского Союза. Это наша общая историческая память и общая боль. Сегодня, отдавая дань памяти оставшимся на чужбине, тем, кто испытал всю тяжесть и боль изгнания, извлекая уроки из трагического прошлого, мы должны быть нацелены на духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, социальное и экономическое развитие Республики Ингушетии в составе нашей большой Родины России. У стариков перед глазами до сих пор отчетливо проносятся те годы, и воспоминания не отпускают. Они отмечают, в сердце каждого ингуша, независимо от пола и возраста, горит невидимый огонь любви к стране отцов. Именно эти неугасаемые искры надежды и веры в справедливость не раз помогали нам выстоять. Старейшины не забывают подчеркнуть важную истину. Только в единстве наша сила. Они благодарят гостей из соседних регионов за их участие в этом памятном мероприятии. Хотелось бы сказать на русском языке и отблагодарить всех тех, которые присутствуют сегодня в соседних республик, которые такое же участие приняли вместе с нами в высылке. Я хочу их отблагодарить за то, что они душевно болеют и всегда с нами, и были с нами, и будут с нами.
Мы должны взаимно уважать друг друга, любить друг друга, сотрудничать, оказывать помощь, как оказывали эту помощь в Казахстане. Делились последним куском хлеба и за счет твердости, уверенности, убежденности и уверенности, что вернуться на родину, выдержали этот натиск. И сегодня здесь среди нас. Большой привет и салам всем республикам, участвующим в нашей делегации. Mehka'da hadi asker oradayız. Dikkat do, soğan, şey ona hitir. No, dok halonuz Ayşe, soğuz da bakar dok tik bisep. Sebek oz badel ev da boh meşhur buluş, batı buluş. Yüzeri, da levaşa da diğer oldu, bekete doldu. Wij oderen dus waarschijnlijk. Jullie osleven naar oderen, je wordt dubbel. Je derde is er derde deur. Je had je moest weg om een bartebol daar derde bol. Meestal jullie. Weydin onu konakçıl doluşkalara, dinil doluşkalara, hinir doluşkalara, iman doluşkalara. İzmuattik le'leyin. İzmuattik le'leyin. İzhalu, izbal, sagutu le'leyin. Dukkunaht irben bali, dukkunaht aben bali. عبوغج ناقة بيم أبوغج بيم تيجيش بيم هذا إسخلوا لين يخطئ بيرزا ويقام من غلق تدوا ديتش ويقام من وامل يتسيولتش ويقام من موت بتسبولتش أجر عادر لا إله إلا الله يا خش دول دين كرر تدوالتش إزدري كدحش يخطئ بك أهمتي ويقام دعول ديت ويقام من داجي نوانوجي. Отдать дань памяти погибшим в годы депортации на мемориале собрались тысячи людей. Трагическая история народа собрана здесь под открытым небом. Многочисленные экспонаты, высеченные на плитах имена достойно прошедших удары судьбы, как свидетельство непоколебимого духа наших предков. Одна из самых душераздирающих экспозиций на мемориале памяти и славы – паровоз и вагон-теплушка. Это точные копии поездов, на которых насильно депортировали наших предков в феврале 1944-го. А по бокам установлены два монумента, символизирующие даты высылки и возвращения ингушей на родину. Внутри воспроизведен интерьер с вещами и обстановкой того времени. Каждого, кто переступает порог вагона, охватывает трепет. В таких условиях они добирались до конечной станции 21 день. Тысячи не выдержали этой поездки в никуда. Большинство не успели взять с собой ни теплой одежды, ни еду. 52 год, 53 я уже сундак должен, хожу создари. Hallo, een Hansem paras beam nach Schei Republiek. Wein terugstepar. Zohan waarschijnlijk adult allemaal wat doen we na. En zo bergkap Schei Republiek. Delker de derge. Очевидцев депортации с каждым годом становится меньше. Каждый раз, вспоминая эти события, бередят себе раны, которые даже спустя 76 лет не заживают. Нет ни одной семьи, которая не пережила потерю родных. Махти Султыгову было 11, когда их погрузили в вагоны. В таких условиях, вспоминает дедушка, тяжело было соблюдать нормы менталитета. Однако даже в этом положении ингуши стойко держались, не бросали друг друга в беде, делились последним. Целые семьями погибали от голода. Вот из момента Нисельч, из момента Волжвал Лохова, Осавали, Сунаха Арабяхи, ist Hanachna an, ist بالعبيشة بادر بفنيخ ديال شخادر هم سوي ديالي تك مسلو أدم حواش ديال شي قليوتشو شي قليوتشو كسوك ميق خير كوافت ولا شي جه إيش دايه دالي إيش حدين ويا حميت وقت ويا سند إيش دو سشو دولتي نو وصل دي حنيس ولتي إيش حميت موالور. Их отношение к ценности жизни и умение преодолевать тягости, как наглядный пример для нынешнего поколения. На мемориале сегодня много юных жителей, которые хорошо знают о печальных страницах в истории народа со слов дедов и прадедов. تخن كدبر بوحق بال بحونة حميقة تئهتا ترتاز الدحونة
حقش بينري شواغ قدوحون حتاريغ يلخلح فنان داغشتي وش جالقرخ بيخلح فنان داغشتي مواصرش عمرته محقق باخا قص نزته سبره بحتشه حتاريغ يلخلح فنان داغشتي وش جالقرخ بيخلح فنان داغشتي. Разлуку с родиной вместе с ингушами в 40-х испытали еще 8 депортированных кавказских народов. Разделить с нашим народом траурный день и вспомнить погибших приехали гости с Хасавюрта, родители с детьми. Приказ простой, чтобы сломали волю, так, чтобы содрогнулся небосвод. Но выстоял, хлебнул немало горя. Кавказский удивительный народ. Холодный север степи Казахстана не истребили человечьей доброты. Выживали смело и упрямо, на зло проделкам красной сволоты. Я благодарен то, что есть на свете. Понятие такое, как в войнах. Несут его достойно ваши дети, дай помощь жизни им Аллах. Холод этого дня, конечно, не сравнится с тем февральским морозом, рассказывают очевидцы. Сегодня здесь много туристов, которые слышали о депортации, но не знали многих деталей. Ингуши с болью в душе, но с огромной гордостью за предков делятся историями очевидцев. Каждая по-своему удивительно, трогательно и трагично. خدا أو سبرة أبغى وامر شين تح بجن دري على تح أو كرر تربخي قاتشز بجن تحدير سنة إيه جالجي. Несмотря на бесконечные потери, ингуши никогда не теряли веру и надежду, что придет тот день, когда они вновь воссоединятся с Ингушетией, вступят на родные земли, надышатся живительным воздухом. Это случилось в 1957 году, спустя 13 лет испытаний. В память об ингушах, которые на своих машинах перевозили земляков из Казахстана, на мемориале установлен автомобиль ГАЗ-20М «Победа». Из любых ситуаций ингуши выйдут. Никто не сломает нас. Дух наш не сломает никто. Мы духом крепкий народ. Поэтому мы жили. И выживем. И молодежи того желаю, чтобы они никогда не сломались. Что бы ни было. Ингуш должен всегда быть ингушом. В самые тяжелые времена народ показал себя образцом мудрости, терпения и силы духа. Тяжелая ноша выпала не только на репрессированных, но и на долю участников Великой Отечественной. Много храбрых ингушских сыновей легли на полях сражений, так и не воссоединившись с родными или даже не зная о депортации. Сегодня, 23 февраля 2020 года, мы живем под мирным небом. У нас есть своя республика, язык, традиции, культура. Наши предки тоже мечтали о хорошей жизни, но тысячи покинули мир, будучи молодыми, полными сил и надежд, так и не обретя спокойствия. Однако сделали все возможное для нашей благополучной жизни. И долг каждого из нас помнить, какой ценой им это далось. Диана Дударова, Светлана Томова, Майербек Межоев, Джамалейл Тамасханов. Новости 24. Дань памяти в регионе сегодня отдают имуществу наших героев, защитников Отечества. Это не просто дата, а история тех, для кого слова «честь» и «долг» дороже собственной жизни. Сегодня мы чествуем ветеранов и участников боевых действий. Среди них и тысячи ингушских солдат, которые отдали жизни на полях сражений. Коллективы различных ведомств и организаций, работники администрации города и его округов, представители культурных учреждений. Все они собрались у Вечного огня на Аллее Славы в Назране, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества, которые, не щадя себя, боролись за мирное небо. В торжественной церемонии возложения цветов принял участие и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Место церемонии выбрано не случайно. В Ингушетии немало символов боевой славы, но именно у Вечного огня на Аллее Славы острее всего чувствуется связь поколений защитников Отечества. Золотом на мраморных плитах высечены имена воинов-афганцев, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и советских солдат-ингушей, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом.
История Ингушетии – это без преувеличения хроника героических подвигов наших предков, отважных, мужественных и стойких людей, для которых честь и Родина были и остаются высшим долгом. По стопам предков сегодня, в День защитника Отечества, мы вспоминаем имена храбрых земляков. Среди них и полковник милиции в отставке Беслан Куриев. Патриотизм и желание посвятить себя службе он перенял от предков. О династии военнослужащих. Сюжет Даны Плиевой. Это прямой сын Курея Алиева, значит, от которого мы пишем фамилию Куриева. Это его сын. Вот в 1841 году, значит, в то время он штабс-капитаном работал в Терской постоянной милиции. По стопам прапрадеда Беслана Идига Куриева пошли братья Мурцал и Уматгирей Куриевы, племянники Идига. Оба служили в Терской полиции, участвовали в Первой мировой войне. Рядом фотография Васамбека Куриева, поручика царской армии. Они все олицетворяют целую военную династию, верой и правдой, защищавших рубежи российского государства. Куриев Джабраил Джамалдинович. Ну, этот вообще вояк, он воевал во Второй мировой войне, участвовал от начала до конца войны, был на войне. Был капитаном, значит, у него были много наград, у него было, и, значит, после войны его, значит, направили в Казахстан, в Казахстане он умер. Среди черно-белых снимков, найденных в архивах музеев и семейных альбомах, продолжая плеяду защитников Отечества, хранятся фотографии самого Беслана и его дяди, полковника ФСБ в отставке. Он был первый начальник ГАИ республики у нас. Рассказывая о знаменитых предках и родственниках, чьи подвиги и добросовестное служение своему делу является для него примером, о себе Беслан говорить не спешит. Не мужское это дело хвалиться, в шутку подмечает он. Но о плодотворной работе в органах правопорядка красноречиво говорит и китель с наградами и дарственные оружия, морской кортик и табельный пистолет. В милиции Беслан служил с 1973 года. Свой военный путь избрал еще 18 лет, после армии. И не было ни одного дня, чтобы пожалел об этом. Даже в самые тяжелые годы становления республики мысль уйти в отставку даже не мелькала в голове. Было сложно работать, потому что не было своего здания, мы ютились в вагончиках, транспорта не было, оргтехники не было. Вот в этих условиях все-таки мы справлялись, работали и справлялись со своей работой, несли службу, где нужно, значит, защищали интересы республики, интересы государства. В 1997 году Беслан переходит в Министерство внутренних дел страны. Через 10 лет он уходит в отставку. Сейчас у него уже взрослые дети, у них свои семьи, а династию защитников Отечества, как и он, продолжают 2 из 3 сыновей. Старший полковник ФСБ, средний подполковник МВД. Я им наставление я им давал одно: служите добросовестно. Служите добросовестно, служите Родине, служите отчизну, служите своему народу. Вот. А служба, конечно, она нелегкая. Ну, я не против, даже если мои внуки пойдут по этой службе, по этой, значит, линии. Все свободное время Беслан проводит с внуками, а их у него 19. Дети средней дочери живут с ним в одном большом доме. Все хорошо учатся, а 8-летний Магомед, вдохновленный своим дядей, уже сейчас мечтает связать свою жизнь с военной стезей. Я хочу стать генералом ФСБ, ловить шпионов, как мой дядя Хазыр. Целую династию офицеров воспитывает и в семье Базгиевых. Еще задолго до начала Великой Отечественной дедушка Алихана Базгиева, Сасламбек, участвовавший во многих боевых сражениях гражданской войны, уделял особое внимание воспитанию своих сыновей. Сасламбек приложил все усилия, чтобы его дети освоили военную профессию и продолжили дело отца. В конечном итоге оба его сына стали кадровыми офицерами, а в 1940-м отправились на фронт защищать родину. Впрочем, в семье Базгиевых, участников Великой Отечественной войны, аж 5 человек. Второй, младший его брат, мой дядя Уматкирей Сасламбекович Базгиев, и ихний дядя, дедушкин брат младший, Мажит Саитович. Вот они на фотографии все трое. Потом идут Дявичи Конгиш. Это Ерыш Цанцагарбы с одного дома. Идут дяди, дедушки, брата, сыновья. Вот Магомед Базгиев и Артаган.
Элиту ингушей военных продолжают Укуровы. Тонт Укуров – генерал-майор, обладатель многочисленных наград, среди которых и серебряная медаль в память царствования Александра III, орден Святого Станислава III степени, орден Святой Анны. Родился Тонт Укуров 17 мая 1865 года в высокогорном селении Гули. Рано лишился родителей, поэтому в выборе профессионального пути ему помог дядя. Тонт поступил в Ставропольское училище, а по его окончанию – Московское техническое юнкерское училище по второму разряду. То, что его ждет блестящее военное будущее, было заметно еще в студенческие годы. Всегда он был привержен к военной службе с самого детства. Он для себя примером считал наших воинов, наших богатырей. И вот на этом патриотическом, можно сказать, поприще из него вырос и офицер, и генерал. По стопам знаменитого прадеда пошел генерал-лейтенант Хаджибекар Укуров. За его плечами 3 военных и 2 гражданских вуза, в том числе Академия Генерального штаба России. А в 2009-м Укуров получил назначение начальника военной академии военно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Удостоен многих военных и гражданских наград. Указом президента России был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, многими ведомственными военными наградами. У нас есть соответствующий долг перед Всевышним, перед родителями, окружающими, друзьями, перед республикой, нацией и государством. В списке генералов и семья Султыговых. Магомеду Султыгову, генерал-лейтенанту, в этом году исполнилось 76 лет. В своей карьере он прошел весь путь военной службы, занимал высокие должности, в том числе заместителя руководителя Академии войск ПВО России и главного федерального инспектора в Южном федеральном округе. Военную карьеру выбрал и его сын, тоже генерал-лейтенант Руслан Султыгов, с отличием окончивший Киевское Суворовское военное училище. Сейчас Руслан занимает пост первого заместителя командующего Приволжским округом войск Национальной гвардии России. И это только несколько имен из целой плеяды защитников Отечества среди представителей нашего народа, которые всегда стояли и будут стоять на защите рубежей страны. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.